Рубль наконец-то вырос в Таджикистане, но надолго ли это явление? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Решение было принято после того, как доллар закрепился на отметке выше 100 рублей и даже обновил антирекорд 2023 года 102 рубля на московской бирже. Российская валюта слабеет 10 месяцев подряд и не первый раз требует государственного вмешательства. В теории валюта может дорожать по двум причинам. Либо на нее очень высокий спрос, либо предложение слишком невелико. За спрос отвечают импортеры, которым доллары, евро и юани нужны для оплаты зарубежных товаров, а продают валюты экспортеры, которые поставляют товары иностранным потребителям. В России проблемы и с тем, и с другим фактором. По подсчетам Центрального банка, импорт в первые 9 месяцев этого года вырос на 16% по сравнению с показателями 2022, а экспорт, наоборот, упал почти на 30%. То есть покупателям нужно больше валюты, а на рынке ее слишком мало. В результате доллар, который еще в январе стоил 70 рублей, к августу дошел до отметки в 100. Тогда власти решили ограничить спрос. Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5%, превзойдя ожидания рынка. В результате кредиты стали более дорогими, что должно было успокоить деловую активность импортеров. В моменте это помогло курсу рубля, но теперь ситуация повторилась. Доллар не просто эпизодически превзошел отметку в 100 рублей, но и закрепился на ней. И тактика властей изменилась. Теперь они хотят увеличить предложение на рынке, обязав экспортеров продавать больше валютной выручки. Логика в этом есть. Компании не всегда продают на бирже все, что заработали. Лично Владимир Путин в середине сентября обвинял экспортеров в неспешном возвращении средств. Деньги действительно могут храниться на зарубежных счетах и конвертироваться в рубли по необходимости. Например, когда надо заплатить налоги. По задумке, теперь бизнес будет продавать валюту не когда захочет сам, а когда того требуют власти. Курс российского рубля к таджикской валюте в начале уходящей недели упал до уровня 8-летней давности – 109,2 самани за 1000 рублей, тогда как месяц назад за эту сумму в пунктах денежных переводов выдавали адресатам 114 самани. Такая же ситуация наблюдалась и в начале последней декады февраля 2016 года. Однако уже на днях, 14 октября, официальный курс рубля к самани составил 112,6 самани. Так что справедливо сформулировать так: у российской валюты появился повод окрепнуть, но непонятно до каких значений. Когда власти только анонсировали новые меры валютного контроля, рубль резко прибавил 3%. Доллар опустился на Мосбирже до 96 рублей, евро ниже 103. Однако это можно объяснить реакцией спекулянтов, поскольку сами продажи валюты еще даже не начались. Позитивный опыт обязательной продажи валютной выручки в России есть. После вторжения России в Украину экспортерам предписали продавать 80% в течение 3 дней. Американская валюта дорожала еще 2 недели, но потом тренд удалось переломить, опустив курс со 120 до 50 рублей за доллар к лету. Однако есть важное отличие. Тогда отключение российских банков от SWIFT и отказ от поставок товаров в Россию ударили по импорту, снизив спрос на валюту до минимума. Роль экспортеров была не в том, чтобы продать больше, а в том, чтобы сделать это сообща, объяснял Александр Исаков из Bloomberg Economics. Кроме того, сейчас российские компании в принципе получают меньше валюты. Это происходит по 2 причинам. Во-первых, упала цена на энергоресурсы. Во-вторых, тогда экспортеры получали за товар именно доллары и евро, а сейчас из-за санкций переориентировались на рубли, им оплачивают 40% поставок. Впрочем, аналитики ожидают укрепления рубля и без дополнительных административных воздействий. По их словам, валютный контроль в сочетании с увеличением налоговых выплат, нефтегазовых сборов и экспортных пошлин устранит навес спроса над предложением. Банк пересмотрел прогноз по доллару на конец месяца с 95-100 рублей до 90-95 рублей. В брокерской компании соглашаются, что решение станет мощным среднесрочным фактором поддержки, но конечный эффект будет зависеть от установленных правительством нормативов. Аналитик Софья Донец из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» предположила, какими могут быть последствия. По ее подсчетам, увеличение продаж валюты с нынешних 70 до 80% даст рынку дополнительные 3-4 миллиарда долларов в месяц, что позволит укрепить рубль как минимум на 5%. Исаков из Bloomberg Economics
что уже ожидает укрепления в пределах 5 рублей к доллару, но оговаривается, что ужесточение валютного контроля может и напугать участников рынка. В таком случае они ускорят вывод капитала, пока окно возможностей не закрылось, что также увеличит спрос на валюту. Глава Сбербанка Герман Греф более оптимистичен и прогнозирует укрепление рубля вплоть до 90 за доллар. Правда, по его мнению, обязательная продажа выручки на это серьезного влияния не окажет. Рубль поддержит повышение цены на российские экспортные товары. Так что можно ожидать, что в ближайшее время рубль станет дороже, и таджики будут больше получать самани за $1000. А вы в это верите? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.